Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему — послание ангелов. Давайте посмотрим, о чем хотят сказать вам ангелы. Загадайте на себя и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, послание. Здесь молнии показали. Молнии, видите, вот четкий разряд молнии идет. Молния. Мои хорошие, вы все разные, отсыпка общая. Но раз вы сюда пришли, раз вы досмотрели до этого момента, значит, вы должны об этом знать. Вижу, что будут неспокойные времена, вернее, надвигаются неспокойные времена. Будет и штормить, и гром, и молния, всякого вида рода события не очень приятные будут происходить. Они будут происходить где-то вокруг вас. Понимаете, не с вами, но вокруг вас. Что вам нужно делать? Во-первых, вы должны знать, что с вами плохого не будет. Это 100%. Видите, здесь счастливая семья, над ними ангел крылья расставил. Видите, вот птичка, да, голубь. Крылья расставил, вот счастливая женщина, вот счастливый мужчина пританцовывает, а здесь ребенок. Вас это не коснется. Что бы ни происходило за окном вашего дома, либо за дверью вашего дома, это вас не касается. Будут странные события, у кого-то даже страшные события, но они будут происходить с кем-то, но не с вами, не с вашими близкими. То есть к себе не принимайте, ничего не бойтесь, живите как жили, делайте то, что делали, и не обращайте внимания на внешнюю среду. Да, понятно, что вам тоже нужно выходить из дома, и да, вы там должны куда-то ездить, на работу ходить, с кем-то общаться. Не обращайте внимания, не принимайте к себе, вас это не коснется. Будет много молний, будут раскаты грома, будут даже попадания этой молнии в каких-то конкретных людей, либо какие-то места, но вас это 100% не коснется. Это время смутное, это время страшное, вы должны его пережить и знать, что с вами плохого не случится. Молния с левой стороны. И еще, мои хорошие, здесь уже предупреждение для, скорее, как мужчин пойдет. Да? Мужчина, возможно, ваш начальник будет вами недоволен, возможно, даже какие-то проблемы на работе произойдут, но вам бояться этого тоже не стоит. Это не ваша проблема, это проблема вашего начальника, либо проблема компании, в которой вы работаете. Вас эта молния не коснется. Вы под защитой ангела, и она где-то вот рядом ударит, да, рядом, но вас не зацепит. Это может быть. Это как временное явление. Да? Вот он, гром и молния, и тут же солнце вышло. Ничего не бойтесь, вы под защитой. Еще для женщины послание. Говорят, что тот, кого ты оплакиваешь, либо по ком плачешь постоянно, да, за кого сердце болит, ноет, дергает, страдает. Вот слезы ваши вижу, да, вы думаете о каком-то человеке и плачете все время, плачете, плачете. Говорят, что этот человек вернется. Он вернется, он еще вернется, он обязательно вернется. Вы за руку этого человека будете держать. За руку. Не могу сказать, любимый, муж, какой-то родственник, но показывает, что человек вернется. Сейчас вы плачете, и слезы ваши пустые. Вы себе настроение портите, вы себе психику рушите. Слезы пустые. Человек еще вернется. Придет время, придет срок, и этот человек обязательно вернется и будет рядом с вами. Вы его за руку будете держать, либо ее. То есть не надо плакать. Лучше помолитесь за этого человека, чем вот это вот слезы пускать. Слезы ваши пустые. Так, еще.
Говорят о том, что какая-то поездка будет. Либо будет, либо еще будет. Может быть, вы расстроились, потому что вы куда-то не смогли уехать, поехать, доехать. Говорят, что будет, обязательно будет. Либо вы, может быть, мечтаете о какой-то поездке, очень сильно хотите. Здесь ангел говорит, что ты точно поедешь. Ты туда поедешь, либо ты в поездку отправишься. Так что тоже не переживайте и не волнуйтесь. Так, а здесь показан человек, который говорит плохие и страшные вещи, в вашу сторону, в ваш адрес. Говорят, что человек не способен на эти вещи, а слова у человека пустые, да, это пустые угрозы. Может быть, человек вам говорит: а вот я тебе там сделаю, я на тебе там порчу наведу, либо я тебя там, не знаю, опозорю, подставлю, да, какие-то гадости вам говорит, либо в гадостях обвиняет, либо угрожает. Но говорят, что не способен, не способна, и это всего лишь слова. То есть само по себе слово не причинит вам вреда. Вот. Не бойтесь этого человека и не переживайте по поводу вот этих вот плохих слов, пустых угроз. Да? Не переживайте. А то вы как-то прям напряглись очень сильно и как поверили в то, что человек действительно может. Ничего этот человек не может. Ничего. У человека руки короткие и ноги короткие, и язык длинный, правда, да? Это единственное, что он может языком трепать. А вот что касается действий, тут и побоится, и не сможет, и не потянет, и, извините, попа треснет. Вот, не стоит вам принимать всерьез слова этого человека. Нет в них действия, это просто слова. Сотрясать воздух. Вот, все, на что способен этот человек. А что касается его либо ее длинного языка, скоро этот язык укоротят. Не вы, но те, кто способен на это, вот точно укоротят. Это будет. Это точно будет. Человек ведь не только вам гадости говорит, но и другим людям. И вообще говорить гадости, гневить небеса. А небеса, они хоть и добрые, они всегда дают шанс человеку одуматься, искупить свою вину, осознать свою вину. Но если человек не понимает, то наказывают. Наказывают достаточно жестко. Так, еще кто беспокоится по поводу своей личной жизни? Вот кто, может быть, поссорился, развелся, либо в принципе никак не может найти свою половиночку. Здесь прямо по центру вот четко показали счастливая семья. Вот мама, папа и ребенок, либо дети. Да, и жизнь у вас как в чаше. Вы эту чашу с собой наполняете, да? Жизнь полная чаша. Видите этого ангела, который крылышки над вами расставил? Говорят, что счастье ваше, оно вам на роду написано. И как бы тяжело вам сейчас не приходилось, вижу, что счастливой вы точно станете. И вот ту семью, ту семейную жизнь, о которой вы мечтаете, вы точно обретете. И даже лучше, чем вы мечтаете. Это то, что вас ждет, это то, что с вами точно будет. Так, еще... Так, а здесь послание для женщин и мужчин. Здесь у меня пара, 2 человека, которые друг другу по судьбе. И рядом с вами как будто бы большая толстая змея ползает. То есть ваша пара, возможно, под угрозой. Как соперник, либо соперница может быть. Человек змеей подползает к вам. Очень хитрые действия у человека. Да? Он просто типа друг, типа подруга. Да? И тут начинаются вот эти поползновения, как желание, да, отбить, увести. Смотрите, человек у вас то ли друг, то ли подруга, вхож в ваш дом, человек, который постоянно старается как-то вот в доме вашем побывать, да, либо ищет контактов с вашим партнером. Допустим, пример, да, банальный пример. У вас есть подруга, и она такая: вот я женщина одинокая, либо мне помощь нужна, может ли твой муж прийти ко мне лампочку крутить, либо что-то мне сделать. И вы должны говорить: нет, не может. Нужен тебе помощник, либо вкручиватель лампочек. Он есть опция муж на час, либо какие-то компании, которые с этим помогают. Вот вызывай, придет человек профессионально обученный, он тебе все и вкрутит, и накрутит, и закрутит. А вот мужа моего не трогай, да? Мой муж должен работать, деньги зарабатывать, с детьми время проводить, мне время уделять. Но никак не ездить по моим подругам и не оказывать им вот эти услуги. Вот то же самое
Допустим, вы мужчина, у вас есть друг, и этот друг говорит: вот знаешь, туда-сюда, там, соскучился там по домашней еде, может ли твоя там жена мне там приготовить, либо что-то для меня сделать. То же самое говорите: нет, и все. Хочешь еды, полно там ресторанов, полно всяких кафешек, иди и кушай. А хочешь прям домашнее-домашнее, заведи себе жену, и пусть она тебе готовит. Понимаете, здесь вот предупреждение, что вы своими руками можете сопернику либо сопернице своего партнера отдать, да, желая там помочь, желая услужить, желая выручить. Ни в коем случае этого не делайте. Ваш дом, ваша крепость, вы с друг другом, видите, в одной связке идете, вы друг другу по судьбе, вы судьбой повязаны. И не подпускайте змей. Змея, вот она, вокруг вас ползает. Еще не вползла, но вокруг ползает. То есть это желание вашего партнера увести, отбить. Мужчина и женщина одинаково предсказание идет. Дальше. Кто-то у меня ходит как будто бы по лезвию ножа. Рискует очень сильно человек. Либо действует, знаете, как наобум. Вот будь что будет, да. Получится, так получится, не получится, ну и ладно. Вот зря вы так делаете, зря вы так живете. У вас риск должен быть оправданный. Либо вы свои шаги должны наперед просчитывать и желательно еще какие-то запасные варианты иметь. Вот жизнь ваша значительно улучшится. Понятно, что вы надеетесь на небеса, надеетесь на ангелов, но не всегда вы поступаете правильно, либо не всегда ангелы могут вам помочь. Бывают ситуации, вот там неприятные ситуации, которые с вами происходят, они вам даются в поучительных целях, в воспитательных целях, а вы никак понять не можете, что не стоит жить наобум и не стоит рисковать. Да, попробуйте немножко это проработать, минимизировать риски и всегда просчитывать свои шаги, всегда просчитывать свои действия. Жизнь ваша резко улучшится, вот поверьте. Не ходите по лезвию, не занимайтесь опасными делами. И еще, мои хорошие, вы, конечно, все разные, но здесь какой-то момент чем-то даже не знаю, как слово подобрать, так, чтобы вас и не обидеть, приступить закон, да, что-то сделать не по закону. У вас то ли соблазн есть на это, то ли вас кто-то на это подбивает и говорит: ну что ты боишься, да, все так делают, и мы так сделаем. Ни в коем случае на это не соглашайтесь. Вижу, что если вы на это пойдете, с вас очень серьезно могут спросить. То есть, понимаете, другие делают и не попадаются, а вы начнете делать и можете сразу попасться. И с вас строго спросят за это. Если есть соблазн приступить закон, откажитесь, вообще откажитесь категорически. И не идите на это. Сейчас самое неблагоприятное время для вас, да, для того, чтобы вот таким заниматься. Мелкими правонарушениями, назовем это так. И не игнорируйте, пожалуйста, не игнорируйте знаки, там, дорожные знаки, допустим, правила дорожные, там, всякие инструкции, правила поведения, правила эксплуатации, может быть, даже каких-то там предметов, бытовых предметов. Это очень важно. У вас сейчас неблагоприятное время и могут быть всякие оказии. Во избежание старайтесь все делать правильно. Соблюдать инструкции, соблюдать правила, соблюдать закон. Кто услышал, кому это надо, я думаю, вы поймете и возьмете хотя бы на заметку. Я не навязываю вам информацию, я просто вам ее передаю как медиум. А решать, конечно же, вам. Соблазн, он всегда есть. Либо, знаете, человек может сказать: я там с закрытыми глазами умею, либо могу. Вот от этого лучше отказаться. Неблагоприятное время, тем более у нас еще коридор затмений, да? Не забывайте про это. Лучше не рисковать. Здесь риск очень-очень пагубно может повлиять на вас. И вот приступить закон, отказаться от правила, нарушить инструкцию может быть чревато. Да, во избежание неприятностей лучше от этого откажитесь. А здесь большая жирная крыса с коротким хвостом. Где-то рядом с вами находится. Человек способен на страшные вещи. Человек не только крысятничает, да, но и что-то пакостное делает, плохое пакостное. Смотрите, мои хорошие, скорее всего, в коллективе, где вы работаете, либо по соседству с вами живет такой неадекватный человек. Человек, который в открытую не может ничего сказать, сделать,
А вот стучать, пакостить, это да, это про него, это про нее. Вам тут просят передать, чтобы вы не пытались этого человека там найти, либо вычислить, он сам себя обнаружит, либо она сама себя обнаружит. Крыса попадется в большой капкан, в большую такую ловушку, из которой уже не выбраться. Что это значит, не могу вам трактовать, я этого не вижу. Но я так понимаю, что человека, может быть, не вы, 100% не вы, кто-то другой, да, вот прям за руку схватит, и этому человеку здорово достанется. Вот, не ищите. Вам говорят не искать. Все само выяснится, все само обнаружится. Вам ничего делать не надо. Вот, пожалуйста, об этом не думайте. Так, здесь мужчина с женщиной друг друга молотком бьют. Они какое-то отношение к вам имеют, эти мужчина с женщиной. То ли они вас обманули, то ли они над вами посмеялись, то ли они, больно вам сделали. Два человека, мужчина и женщина. Вы думаете, что у них все хорошо, что они там счастливые, довольные, там жизнь сложилась. На самом деле они друг друга молотком бьют. Здесь и алкоголизм может быть, и пьяные вот такие драки. И я думаю, что они друг другу очень неприятно сделают, и на этом все закончится. Вижу, что они зря вас обидели, зря. И все им аукнется. Аукнется обязательно. Вы не думайте, что они безнаказанные остались. Нет, они друг друга молотком бьют. Либо еще ударят. Да, и так отыграется. Вы об этом узнаете. Может быть, не сразу, но узнаете. А здесь вам повезет в каком-то новом деле. За что-то новое возьметесь, либо по-новому что-то начнете делать, и вам прям подкова падает в руки. Подкова. Новая. Либо по-новому. Новый подход, новый метод. Здесь именно удачу вы свою поймаете. Так, человек на букву «Л» носит камень за пазухой. Обиделся, обиделась, какие-то претензии имеет. И вижу, что этого человека вы как-то медленно теряете. То есть, может быть, человек как-то от вас отстранился, дистанцировался, а вы на это внимание не обращаете, либо вы слишком заняты. Здесь рекомендация с этим человеком поговорить по душам. Пусть вам этот человек признается, в чем обида, чем вы его задели, либо ее задели, зацепили. Нужно это все проговорить, иначе вы этого человека потеряете. То есть просто перестанете общаться и все. У друга из жизни пропадете. Так. Кого зовут на букву «Н»? На букву «Н». Вам подарок судьба сделает. Подарок. Какое-то событие произойдет, которое вы будете воспринимать как подарок судьбы. Что это очень хорошее. Либо хорошее, либо долгожданное. Может быть и долгожданное, и хорошее. Два в одном. Радость вас большая ждет. Радость. Прям свыше обещана. Дальше. Слоненок маленький, но карабкается наверх, прям в самом центре. Ну что, мои хорошие, потихонечку начинает жизнь налаживаться. Я так понимаю, у вас доходы начнут расти. Но с ростом дохода сразу видите попрошайки на пороге. То ли бедные родственники, то ли бедные друзья. В общем, какие-то бедолаги. Как только прознают о том, что у вас денежка завелась, что денежки у вас стало больше, чем обычно было, сразу же с протянутыми руками к вам на порог будут у вас выпрашивать. Либо держите в тайне свои доходы, да, не афишируйте, что у вас там денежка пришла, что у вас там доход увеличился. Либо готовьтесь к тому, что будут прям атаки попрошаек на вас, на ваш дом. И вот с протянутой рукой прям в окна будут лезть, да. Дай, подай, одолжи, подари. Будете отбиваться. Либо будете раздавать. И так можно прочитать. Так, человек на букву «С». Кстати, либо на «С», либо на «Ю». И так можно прочитать. Вас встреча ждет. Причем встреча не простая, а встреча судьбоносная. Вас ноги сами приведут на эту встречу. Либо так будут складываться обстоятельства, что встречи избежать вам не удастся.
Вы либо человека по судьбе встретите, либо встретите того, кто на вашу жизнь, на вашу судьбу очень здорово повлияет, поменяет, повлияет. Встреча у вас вот буквально в начале следующего месяца состоится. Вот. К вам человек руку потянет, а вы ответьте взаимностью, тоже протяните руку. Не пожалеете, 100% не пожалеете. Встреча по судьбе у вас идет. А в самом венце у нас обещание. Обещание вам всегда быть рядом, всегда помогать, всегда защищать. Вы очень хороший человек, и ангел у вас очень-очень сильный. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.